Кто же избран президентом Кыргызского футбольного союза? На каком месте Кыргызстан в медальном зачете чемпионата мира по борьбе? И в честь кого назвали тройню, родившуюся 5 октября? Все ответы в блоке «Кстати» прямо сейчас. Сегодня в Бишкеке прошел внеочередной конгресс Кыргызского футбольного союза. На пост президента претендовали два человека: Семетей Султанов, глава ФФКР с 2012 по 2019 год, и Медербек Сыдыков, экс-генеральный секретарь футбольного союза. За кандидатуру Сыдыкова проголосовали 24 делегата, а за Султанова – 3. Итого президентом стал Медербек Сыдыков. Поглядим, послушаем, пощупаем, понюхаем. Ранее футбольный союз возглавлял Канатбек Маматов, который недавно подал в отставку. Медербек Сыдыков родился в 1982 году в поселке городского типа Шамалдысай Джалабадской области. Окончил Джалабадский коммерческий институт по специальности экономика и управление на предприятии. Имеет квалификацию экономиста-менеджера. Перед избранием на пост он изложил свою программу развития футбола в Кыргызстане. Он отметил, что четко понимает, как решить проблемы кыргызского футбола. Я кыргызский футбол. Что? Я умираю. По его словам, перед футбольным союзом стоит задача добиться строительства еще одного стадиона или хотя бы реконструкции главной спортивной арены стадиона имени Долёна Мурзакова. Сборная Кыргызстана по спортивной борьбе вошла в пятерку лидеров в общем медальном зачете прошедшего в Осло чемпионата мира. Соревнования завершились в воскресенье схватками по греко-римской борьбе. В последние дни соревнований борец этого стиля Джоламан Шашембеков добавил в копилку страны серебряную медаль. Всего отечественные спортсмены увозят с мирового первенства 6 медалей, по 2 в каждой призовой категории. Лучшей стала сборная Ирана, второе – команда США, третьей – сборная Японии, ну и 4-я – Россия. Ну, вы старались. 3 девочек-близняшек, родившихся в городском перинатальном центре, хотят назвать в честь членов сборной Кыргызстана по борьбе: Айсулу Тыныбековой, Айпери Медеткызы и Мерим Джуманазаровой. Хайпанем немножечко. Но чтобы их имена начинались одинаково, имя Мерим будет немного изменено на Аймерим. А что, так можно было, что ли? По словам бабушки, наши спортсменки прославили Кыргызстан на весь мир. Они сильно за них болели и думают назвать внучек в их честь с надеждой, что они возьмут хоть что-то от Айсулу, Мерим и Айпери. Как мило. Вы такие няшки. Обожаю. Напомним, пациентка 4-го роддома родила 3 девочек 5 октября на сроке 36 недель беременности путем кесарево сечения. Состояние женщины удовлетворительное. А вот Айсулу Тыныбекова, Мерим Джуманазарова и Айпери Медеткызы представляли Кыргызстан на летних Олимпийских играх в Токио и на чемпионате мира по борьбе в Норвегии. На Олимпиаде Тыныбекова завоевала серебряную медаль, а Джуманазарова – бронзовую. Они также стали чемпионками мира. Медеткызы стала бронзовым призером. Да. Так и было. На сегодня у меня все. Не забывайте оставлять свое мнение в комментариях. Это будет, как всегда, кстати. Всем хороших новостей.